Это не шутки, мы встретились в маршрутке. Это про вашу про семью. нас. Характер у него тоже нелегкий, тяжелый, я бы даже сказала. Мама моя была против. Родители никогда не желают зла. Образ крымско-татарской семьи. Не-не-не-не-не. Чем дальше, тем роднее. Межнациональные браки. Бороться, не бороться, надо уже принимать ее как есть. Мои родители, мои крылья. Мы говорили про отношения мужчины и женщины, про супружеский долг и про разводы. И, конечно же, мы не можем не проговорить тему про крымско-татарскую семью. Крепкую и успешную. Я приветствую в нашей студии наших замечательных гостей. Селям алейкум, хош келденес. Это две замечательные пары. Лейла Ханум и Таир Бей, у которых стаж их семейной жизни почти 40 лет. И Ильдар Бей и Риана Ханум, стаж семейной жизни 15 лет. Чуть-чуть помоложе, да? Начать наш разговор я хочу с вопроса про выбор. Когда-то у нас было важно, из какой ты семьи, какой бэкграунд у твоей семьи. Важно ли это было в ваше время? То есть история вашего избранника, да, история предыдущих поколений. И важно ли это было тогда, когда делали выбор вы, Риана Ханум, Ильдар Бей? Кто из вас начнет? Нашла. Ну, для меня вообще не важно было, чем занимается, чем будет заниматься мой супруг. Я на это смотрела трезво. То есть уже к своему времени, когда я выходила замуж, полноценно получила образование, я знала, что даже если я выйду замуж, и у меня будет работа, у меня будет свой выбор в таком плане, что не обязательно нужно там искать такого спутника жизни, у которого будет богатство. Раньше же и не было таких богатых семей, не было таких прям чересчур успешных. Все мы были практически из одинаковых семей, с одинаковым практически достатком. У нас была специальность, и то есть как я выбирала себе, например, будущего своего супруга. У нас интересное было знакомство. Расскажите, как это было? Да. Наверное, это что-то романтичное было. Ну, в какой-то степени да. Я преподавала по классу фортепиано у сестренки Таира. И он просто после армии в один прекрасный день пришел, постучался в дверь и сказал: можно я поприсутствую на уроке? Ну, конечно, поприсутствовать, это не запрещалось. Поприсутствовала у Заремы. У меня после Заремы еще 4 ученицы было. Сидит, продолжает сидеть, не уходит. Ну, что ж ему надо внутри-то? Вот в голове все вертится. Ну, что же еще? Ну чего ж вы не уходите? Ну, на «вы» тогда. Выбегаю рядом, преподаватель по классу скрипки. Я говорю: заберите его, пожалуйста. Заберите меня уже. Ну, закончили занятия, все вместе вышли. Я ушла к себе домой. Ребята повернули налево, ушли к себе домой. Ну, вот так вот как-то. Ну, через некоторое время Таир позвонил. Давай встретимся. Ну, давай. Раз, два, сходили на свидание. Говорили о чем угодно, только не о том, что мы как бы встречаемся уже серьезно. Я, честно говоря, даже не ожидала, потому что мы жили в одном поселке, мы как бы знакомы издавна. Вот. А потом пришел ко мне на день рождения. Буквально через 4 дня. Вот так все завязалось, и как-то сразу у нас все получилось. Машалла. Таир Бей, вы когда пришли на занятия своей сестренки, вы уже знали, для чего вы пришли? В общем-то, и да, и нет. Потому что с одного поселка мы в школе вместе учились. Ну как, я ее помню буквально в музыкальную школу, когда я поступал, а получается в 1 год мы вместе. И это Тотипа, Ташмори, там 8 километров расстояние. Я стою в музыкальной школе возле ворот, смотрю, запорожец подъезжает, и в окошко ее лицо. И вот это вот мне так и осталось с того времени. Потом я отслужил армию после консерватории. 10-го, по-моему, я приехал. 7 мая ты приехал, я 10 мая ты был у меня уже на уроке. 10-го я был на уроке, потому что я же тоже, как говорится, тоже музыка и тоже... Влечение одно, да? Да, вот. И... Ну, наверное, это и сыграло самую главную роль в том плане, что как бы у нас была практически одна и та же специальность. Я видела, вот знаете, когда уже все дело было серьезное, я видела полностью вот... Совпадение интересов. Совпадение интересов одно.
модель своей будущей супружеской жизни я уже как бы проработала и видела. Сколько вам лет было? Когда вы- 23 года. В 23 года модель супружеской жизни. Да, Чтобы я знала, современная как я- молодежь понимала, о чем это. Да, я знала, как я буду воспитывать детей, какие вот именно принципы мы будем в семье в своей воспитывать. У нас была очень интересная жизнь. Мы музицировали, приходил наш друг Ремзи, скрипач. Были очень интересны. Мы продолжали работать. Мы и диктанты музыкальные писали, и читали, и музицировали. Ну, было очень интересно до того момента, пока не пришлось нам всем разъезжаться, переезжать в Крым. Большая семья, да? То есть вот ваша семья принимала участие в решении принимать предложение Тайырбея, не принимать? И ваша семья участвовала в вашем выборе? Мама моя была против. Вот так вот. Да. Уже раз такой откровенный разговор, у Таира второй брак, и моя мама поэтому категорически была против. Бабам, он всегда доверял мне, если это ее выбор, давай не будем ей мешать. Она знает, что она делает. Вот как-то так. Сагулус. Илдарбей, Риана Ханум, как у вас складывалась история? То есть важно ли сейчас, из чьих ты будешь, и принимает ли большая семья участие в принятии решений по поводу вашего выбора? Знаете песню «Елки»? Это не шутки, мы встретились в маршрутке. Это про вашу про семью. нас. Ну, мы в маршрутке Мы встретились. познакомились в маршрутном. Да. Давайте рассказывайте. Ну, на тот момент я уже работала. И как бы в нашем районе, где я проживала, Ильдар для меня показался новым лицом, потому что как бы я там давно проживаю. И смотрю, как-то чаще и чаще встречаю этого парня в маршрутном такси. Ну и обратила внимание. Раз, два, три. На третий раз я не выдержала. Смотрю, молчит. Думаю, ладно, надо брать в свои руки. Так. И я говорю, слушай, как тебя зовут? Он на меня посмотрел, говорит, Эльдар. Я говорю, очень приятно, Риана. Вышла, и полгода мы больше не виделись. И потом каким-то образом он нашел со мной, как встретиться, связь. Нашел номер телефона. В тот момент я уже работала давно. Ну и вот как-то мы так начали встречаться, общаться. И вот в течение полгода у нас так получилось, что СОСКИСМ, знакомство, СОСКИСМ, и все. И семья. И семья. И да. семья. Что говорили ваши родители? То есть они принимали участие как-то? Или полагались целиком полностью на ваш выбор? Ну, как сказать, были моменты такие, где-то были за, где-то против. Но Анашка сказала, что твой выбор, то есть ты должна сама решить. И сама нести ответственность, Да. Ну, как-то я говорю, да, я хочу создать семью с этим человеком. Ну и вот все. И история началась. Эльдарбей, рассказывайте, где взяли номер телефона Рианы Ханум. Встретились просто повторно еще, когда уже возвращались обратно после работы. Ну и там был такой момент, что в шумной маршрутке я сказал, если бы не какие-то там отношения и так далее, то я бы на тебе женился. И сказал это громко, что вся маршрутка услышала. Вот. Ну вот так вот обменялись номерами, общались. Ваша семья была участником принятия решений? Ну, мать поставила в известность. Ну и... Поставил в известность. Да. Мгм. То есть это целиком и полностью ваша ответственность, да? Ну, мама говорила, что уже потом, когда мы поженились, она говорит, мне весь мозг съел, все уши прожужжал, кого я встретил. Ты даже не представляешь, какую девушку я встретил. Ну, представляете, перед выходом из маршрутки она спрашивает мое имя и уходит. Все. Исчезла. По-английски. Недавно я услышала такую мысль о том, что крымско-татарская семья – это семья в одном доме, когда в одном доме живут несколько поколений. То есть это родители, дети и внуки. А в вашем случае с чего начинался брак? Ну, понятно, есть какая-то точка отсчета, да, когда семья только начинается и набирает, скажем так, свою силу, и, ну, может быть, какое-то время вместе проживать. Но, в принципе, в ваших случаях, в ваших моделях семейных, как это работает? Я жила в такой семье, в большой семье. В одном дворе жили мы, бабушка с дедушкой и МДМ с семьями.
Ну, и вы знаете, вот как-то само воспитание мое прошло вот в такой вот тесной дружеской обстановке. У меня был хороший уже такой вот запас знаний, или как себя вести, как я должна себя вести. То есть я была готова к любой жизненной ситуации. Как-то не было страшно, честно. Даже, ну вот как сейчас, например, бытует мнение, да, вот все боятся жить с родителями, да, мужа. У меня не было этого страха. Я была готова, что у меня будет и хайнана. И это для меня опыт. И мне было, честно, очень жалко, что не случилось. То есть мама Таира Рахметлёлда еще до нашего знакомства. Да, была у нас мама. То есть Базамбабамас, он женился накануне нашей свадьбы за год или за 2, не помню точно. То есть мама была, да. Но они жили отдельно. Вот такой был момент, были отдельно. И зачастую же получается, что тебе очень тяжело где-то с ребенком посидеть, где-то вот ты не успеваешь что-то сделать, там, кушать, приготовить. У меня даже здесь соседи, чтобы вот интересно мне всегда было, очень жаловались, все вот не так было, вот хайнана, вот родители, вот. Я говорю, вы знаете, а я, наверное, все бы отдала, чтобы была хайнана. Хайнана рядом. Да, чтобы чему-то научила. Порой многого не знаешь. Вот просто не знаешь многого, и тебе до такой степени хочется услышать какой-то отдельный совет. Аллах мачок шкур, родители у меня до сих пор живые. Аллах саллухларны версен. Да, это, знаете, мои крылья. Мои родители, мои крылья. Я росла в такой семье, и это большой, хороший пример, как для меня, например. У нас была очень дружная семья, она и есть. Она сохранилась, эта дружная семья. То есть вот я выросла счастливым ребенком. В полной мере могу сказать. Я выросла в счастливой семье. Я ни разу не слышала, чтобы мои родители ругались. Я не знаю такого. Понимаете? И вот, наверное, что-то вот как-то поспособствовало, что у нас такая большая семья Лагашкур. Причем я очень мечтала. О большой семье? О большой, да. У вас 5 детей? 5, да, дочь и 4 сына. Машалла. Ну и правнуки сказать. Ну, внуки, 9 да, внуков. у нас 9 внуков пока. Круто. Пока, да, мы ждем 10-го, юбилейного. Алла Версен, Хсметолсон, да. Да. Тайрбей, жить под одной крышей с разными поколениями, это про опыт, это про умение договариваться, или это, ну, скажем так, ограничивает возможности молодой семьи? Что, как вы думаете? Ну, это зависит и от родителей, конечно, и от самих детей. Потому что в любом случае все бывает. И что там главное? Главное не перестараться в любом случае. Почему? Что значит? Потому что кто-то не так посмотрел, и начинается там, а вот не так на меня посмотрели, даже если, или что-то сказали не так, а может на самом деле этого нет ничего. Ну вот самое главное то, что никогда не надо стараться думать о чем-то плохом. Потому что в любом случае, родители никогда не желают зла. Своим детям тем более. А если невестки, вот у нас больше невесток, чем один зять, и 3 невесток. И чтобы мы когда-то им что-то сказали, этого никогда не было, да, и поэтому... Ну, про ваш да. опыт хайнаны, хайнаты мы Да, еще поговорим. да. Ваш опыт о чем говорит? Вы живете с родителями отдельно. Вообще, как складывается в вашем поколении вот эта история про жить вместе? Образ крымско-татарской семьи. Ну, мы живем отдельно с первого дня, но всегда Хайнане говорю, давайте к нам. Она говорит, не-не-не-не-не. Чем дальше, тем роднее. Да, потому что она всегда рядом, всегда поможет, подскажет и в любой момент. Вот я опять повторюсь, она в любой момент, что бы ни было, она всегда с нами на связи, всегда может приехать. Но единственное, что она работает и как бы... Есть своя жизнь, помимо Своя вашей. жизнь, да, своя жизнь. Она может только в выходные, в праздничные, ну и каникулы, когда летом. Вот только тогда. Так, Эльдарбей, конечно. это ваша работа, да? То есть это вы вот так расставили акценты в семье? Или это просто вот мудрость мамы? Ну-ка, давай. Я вам так скажу, это мой джекпот, это моя вторая половина. С ее появлением в моей жизни изменилось все. Это с маленького дачного домика большой семейный очаг, большой дом,
Это смена работы, это свое дело. Ну, все началось. Потому что на преподавательскую зарплату семью не подымешь. Ну, абсолютно верно, да. Вот. А более того, мне повезло и с мамой Рианы, которая тоже всегда поможет, поддержит. И при этом особо не вмешивается в наши отношения и старается... Да, как бы мама у нас, машалла, они никогда не вмешиваются. Дарбей, вы сказали, что ваша семья началась с маленького дачного домика, да? Сейчас, когда я смотрю на молодые пары, у всех, ну не у всех, по крайней мере, на публику транслируются такие требования, как что у мужчины и у молодого парня должны быть там дом, какие-то перспективы, какая-то занятость, работа и так далее и тому подобное. Я так понимаю, что всего этого в той мере, о которой сегодня принято говорить, у вас на этот момент не было. Что для вас это было? Это испытание? Это было испытание на прочность, да, я бы так сказала. Учитывая, что когда я выходила замуж, я работала, то есть у меня был свой доход. Там, где родительский дом, можно сказать, было все. Баба Мрамитли постарался, и Анашка все сделали для нас. Когда я вышла замуж, то есть ничего. Условия поменялись резко. Резко, да. То есть это дачный район. Да, было очень сложно. Уже у нас старший сын появился, потом второй сын родился, и было сложно, да. И ходила пешком, не было таких удобств, там, сел, поехал. Вот в этот момент у вас не происходило трещин каких-то вот в отношениях? Было, конечно, было. Но на удивление все так легко это проходило, что мы Делитесь опытом. любим друг друга, поэтому... Любви Нет, достаточно? были- Одного чувства достаточно? Может быть, еще что-то для этого необходимо? Потому что сейчас любая сложность, с которой сталкивается молодежь, она, в общем-то, разъединяет эти влюбленные сердца, как принято говорить, да? И все, и брак Это распадается. запросы молодежи очень большие. Особенно. Но я считаю так, что то есть любая трудность, она преодолевается. Что бы ни было. Главное, что есть здоровье, и все остальное, как говорится, будет. Когда в 2020 году Эльдар перенес тяжелый такой вот всем известный ковид, было очень сложно мне. Многие, как говорится, отсеялись, многие добавились в семью, в жизнь. И на тот момент оценили, кто есть кто. Проверка. Проверка на прочность, друзья, знакомые, близкие. Но, Аллах шкур, все как бы, не знаю, многое преодолевалось. И даже те же моменты, вот вы говорите, там, трещины, да, в начальном этапе, там, еще что-то. Оно все как-то, да, вот бывало обидно, тяжело, но ты же не будешь каждый раз там уходить или... вот сегодня поругались, все, мы расходимся, как сейчас это принято. Чуть что не так, мы разошлись, мы не живем, там у этого нет, этого, того Не нет. сошлись с характерами. Да, не сошлись характерами, но я не знаю, я считаю, что нужно как-то преодолевать это, как-то стараться, разговаривать в первую очередь. Я всегда говорила, давай говорить. Даже если я права, но я всегда подходила, На контакт шла всегда она. всегда первая. Что же вы такой несговорчивый? Нет. Не, да, конечно. Характер у него тоже нелегкий, тяжелый, я бы даже сказала. Хорошо. Как справлялись вы с своими кризисами, которые, наверняка, то есть, когда два разных человека начинают жить под одной крышей, я думаю, что, невозможно вот без этого момента притирок. Как в ваше время и в вашей семье решались эти кризисы? Ну, у нас крыши не было, у нас было 4 колышка. Еще лучше. Да, начинали с паханой земли, каменка. Фушкельды у тарафа. Вот, и, К тому начинали моменту, с нуля. К тому моменту сколько вы были вместе? 4 года. 4 года. Достаточно молодой брак, да? Да. Всё, Ну, вот. мы купили вагончик. Таир говорит, вот я повезу все. Мы все купили для того, чтобы построить дом. Я осталась с 2 детьми дома. Он говорит, я поеду, найму бригаду. То есть мы купили все. Там мы хорошо зарабатывали в Узбекистане. Аллаха шкур. Продали дом. Недорого, но начать строительство у нас возможность была.
Я, говорит, поеду на ему бригаду, выгоню дом. Ну, одну комнату, там, 2 сделаю, и ты переедешь ко мне. Хорошо. То есть вот даже для бригады все, то есть продукты все отправили. Но так получилось, что по дороге наш вагон обворовали. Да, то есть тоже началось, наверное, все с каких-то испытаний. Аллах ачок шкур, все эти испытания мы достойно прошли. Да, то же самое было, и все было в нашей семье. Но мы были вместе, мы дом строили вместе, детей растили вместе. Где вот эта красная линия, перейдя через которую брак уже невозможен? Что это за линия, которую не стоит пересекать? То есть понятно, что там бывают кризисы, ссоры, бывает какая-то усталость, да, от каких-то жизненных проблем. Но вот за что держится крепкая крымско-татарская семья? Мудрость женщины. Мудрость женщины? Конечно. Ну, я считаю, что вот это слово «развод», ну, и вообще надо его запретить. Вообще вот так зачеркнуть черные линии, чтобы это слово вообще человек даже не думал об этом, что это слово есть, что есть какой-то выход, мол, из сложной ситуации. Вот развод и все. Нет. Надо остановиться и опять вернуться, и опять начать. Потому что слово «развод» это неприемлемо вообще. Вот, я считаю, что не должно быть В обиходе. Да. Ну, бывает все. Все бывает. Да, понятно, мы тоже долго что молчим. Тоже на компромисс иду первая, я всегда. Ну, вот эта вот красная линия, о ней, если бы ее кто-то перешел, да, и что это за вот тот момент? Я даже не знаю, сложный, что бы знаете? случилось. Физическая сила. Физическая сила? Если будет физическая сила по отношению к кому-то, то это будет красная линия. То есть вы считаете, что физическая сила? Да. А Остальное моральное всё давление, абьюз там какой-то вот такой вот? Это тоже возможно. Но мне кажется, пока не будет физической силы, будут терпеть та или иная сторона. Вы так Только думаете? будет. Возможно. Ну, мы сразу договорились перед тем, как пожениться. То есть мы не трогаем друг друга и родственников вообще. То есть мы с тобой, это наше, вот мы с тобой встретились, мы поженились. Только мы, то есть ты и я. Ты мне выговариваешь, если что-то не так, я тебе. Но родственников мы никогда не трогаем. Твое, мое нет. Есть вот они наши, у нас нет такого, чтобы мы, например, опираясь на какие-то ссоры, затрагивали своих родственников. Нет, это табу в нашей семье, однозначно. То есть никогда, вот твои, вот мои, у нас этого не было. И рукоприкладство. Я говорю, если ты меня когда-нибудь один раз, только просто замахнешься, все, это будет конец тоже. Ну, Аллах ачок шкур, у него вообще этого нету. В мыслях, в голове, в душе это не тот человек, который вообще руку поднимет. А вообще, когда вы вот задумывались, ну, наверняка еще до прихода Таирбея к вам на урок, к сестренке, вы же, наверное, 23 года, девушка уже подумывает, да, по крайней мере, о том, что каков будет ее избранник. То есть такой портрет избранника, чем вы наделяли, какими качествами, что важно было в мужчине, чтобы вот вы сделали свой выбор? Ответственный, сильный, мудрый. Но я особо вот какой-то... Ну, не рыцарь на белом коне. Не-не-не, ни в коем случае, нет. Никаких Почему нет? рыцарей. Ну, девушки любят мечтать. Нет, вы знаете, я реалист. Я смотрю как-то зрело. Вот главное, чтобы мы понимали друг друга. Не глаза в глаза, а в одну сторону. Вот шли вместе, справлялись вместе, решали проблемы вместе. Но я думаю, у нас где-то что-то получилось. Таирбей, ваш портрет. Ну, я же говорю, началось все лет 50 тому назад. Да. И То есть вы его сразу нарисовали? Консерваторию закончил. У меня было там месяц-два до армии. Я после консерватории в армию попал. Была свадьба в поселке. Я попал туда на свадьбу. Родственники, да? Или как? Не знаю, даже Короче не помню говоря, этот так момент. получилось, что я видел ее, Лилю видел с родителями. Хотел подойти, думаю, как раз во время свадьбы, там общие танцы, как Не обычно. решился. Ну и не получилось. То ее братишка рядом, то еще что-то. Так и я уехал в армию. И... Причем мимо проходил, не здоровался даже. Да, ну это может случайно, может Да. даже не заметил. Маленькая, незаметная. Портрет идеального избранника, да, идеального жениха ли, мужа ли, да? Ну, посмотрите Жены. на нас. Мы же похожи друг на друга. Ну, это правда, да. Мы когда поженились, соседям напротив, ну, не буду скрывать, мы все делали сами дома. И вплоть до того, что Эльдар там колодец рыл, будем так говорить. Ну, И а что ж тут к такого, соседям напротив приехал
их друг, а я как бы его знала еще по тому району, где я жила. И он говорит: ой, Селям, а ты что, к брату приехала? Я говорю: Селям алейкум, дорогая. Я говорю: нет, не к брату. Я говорю: замуж вышла. Он говорит: да ладно, так похоже, как будто брат родной. Я говорю: ну вот так вот, нашла. Но я не знаю, красная черта, вот как Эльдар сказал, это да, это физическая сила. Ну, не знаю. В общем, мой идеальный портрет, вот он. Ну, раскройте черты. Ну, это ж вы знаете, мы-то впервые Да, с ну-ка реальных... раскрой, давай. Мужчина, Я как хочу правило, послушать. выбирает вторую половину, похожую на свою мать. Вы думаете, это как правило? Как правило. Как мужчина, могу сказать, скажем так, из опыта, съемок и так далее, обращаешь внимание, что мужчина обращает внимание, чтобы вторая половина была похожа, скажем так, на мать, чертами, характером, может быть, разные моменты, на которые он опирается, но это так. Ну, а потом уже сформируются их отношения. Вот, как-то так. Ну, кстати, да, многие говорят, что мы с Хайнуной похожи. Похоже. Да, в чем-то. Может быть, не внешне, но в качествах. Там, шустрость, целеустремленность, добиваться Вот цели. такая же, да. Вот моя мать такая же добилась всего. Мне нравится то, что она не дает себя в обиду, если происходит что-то. Мама или я? Обе. В общем, Понятно. вот как-то так, не знаю, вот у меня так. Ну, у нас тоже так, тоже вот я, ее мама, показала нам, что я похожа на мою маму. Мне так казалось в то время. Ну, Мы, кстати, один в один, сошлось. да. Вот так. Ну, Не столько меня, как бы он с кем-то, да, ассоциировал, а именно маму мою. Как бы Очень А интересно. девушки как выбирают? мама сыграла. Давайте, колитесь, как выбирают девушки. Я не знаю, как выбирают девушки. Ну, Я такой, знаете, увидела- шорт-лист требований к мужчине. Ну, и требование как бы, для меня было главное, чтобы был понимающий. То есть То есть в тот момент, когда вы спрашивали Эльдарбея в маршрутке, как его зовут, вы уже предполагали, что он понимающий. ну, не знаю, насколько он был понимающий, предполагала я это или нет, но вот то, что он мне понравился, вот я это чувствовала, что что-то вот оно. Понимающий, целеустремленный. То есть он должен был не просто сидеть, вот я женился, делаю все сама. То есть быт, все вот, быт это все на женщине. Нет, я такое не понимаю. То есть это наш дом, мы должны делать это вместе. Почему вот что-то конкретное на мне, что-то конкретное на тебе. Также и мы детей приучаем. Вы должны все делать вместе. Вы друг у друга, вот вы четвером. Вас четверо, вы друг у друга. Это вы родные. Да, есть двоюродные, есть там, но в любом случае вы друг у друга. То есть как бы... У вас трое мальчишек и... Нет, у нас А два двое мальчика, две девочки. Уже да. две девочки. Да, уже две девочки. Вот эта вот история про то, что как бы есть общие обязанности, да, и нет там мужское и женское, да, поле. Сейчас, мне кажется, что-то начинает меняться, и ну, молодежь так вот распределяет обязанности, что вот есть женская половина, да, каких-то обязательств в семье, а есть мужская, и приходя домой, там кто-то не включается в какие-то там, будь то процесс воспитания детей или еще что-то. Насколько это, ну, во-первых, может быть, я ошибаюсь в своих, да, вот таких наблюдениях, ну, замечаете вы это или нет, насколько это правильно, насколько это рабочая схема? Ну, я не замечала, чтобы в наших семьях, вот в семьях конкретно наших детей, делилось мужское и женское. Однозначно, ребята зарабатывают. Но это не значит, что они заработали, пришли домой уставшие, там легли на диван. Нет. Полностью, если женщина в доме целый день возится со своими детьми, со своими обязанностями, ребята приходят и обязательно помогают. Все, что можно сделать, все, что они могут, они приходят очень поздно, но там в процессе игры, в процессе еды, да, приема пищи, идет игра, идет какой-то там, значит, счет на крымско-татарском, на английском, да, то есть они в процессе игры ненавязчиво обращают внимание на детей, то же самое, естественно, помогают Вы их этим. научили этому? Или это, ну, такая вот, ну, скажем так, вызовы времени, что ли, такая потребность, что дети сегодня требуют внимания и отца, и матери? Они росли, они это видели.
То есть это заслуга Тайырбея, то есть он включался. Конечно, у нас тоже не было никогда разделения мужского, женского труда. Мы вместе и огород выращивали, и дом вместе строили. То есть дети выросли на этом. Наверное, это был какой-то хороший пример для них. Возможно, так, я не знаю. Вы чему учите? Есть вот это вот разделение мальчик-девочка, да? У нас там говорят, мальчики играют в футбол, девочки там играют в дочки-матери и так далее. У То нас есть вот эта немножко вот модель. по-другому. Как у вас В происходит? процессе работы я в основном за пределами дома. Съемки или монтаж. Всеми семейными делами занимается супруга. Это и школа, и сад, и кружки, и, скажем так, готовка еды, уборка дома. Если я могу поддержать ребенка, там что-то там в процессе как-то помочь, то это, конечно, делается. Но в основном вся заслуга на ней. Вас это устраивает? Ну, как сказать, устраивает. У меня выбора нет, потому что я знаю, Специфика работы, да? насколько у него специфика работы сейчас такая, что людям нужно отдать, они ждут. Ну, мы для отснятый зрителей материал. скажем, что Эльдар Бей у нас фотограф, и очень часто бывает на съемках, ну и, соответственно, монтаж занимает время, поэтому... Да. Ну. Поэтому в основном так. Отвез, привез, накормил, уложил, снова отвез, привез, и вот как-то вот целый день вот так вот у нас. Ну, на самом деле, это не единичная история. Я вот перед нашим выпуском, перед нашими съемками поговорила с разными мужчинами и женщинами разных возрастов. И я задавала им вопрос, вот как распределяются обязанности в контексте, кто отвечает, скажем так, за воспитание, за крымско-татарское содержание, да, в семье. Мы же говорим о крымско-татарской семье. И ответы на таких условных респондентов, да, то есть это абсолютно не репрезентативная история, заключались в том, что это задача женщин, создавать вот это вот крымско-татарское содержание в семье, передавать традиции, быть таким источником, скажем так, информации и, ну и вообще и про язык, и про культуру, и про все-все-все должна вот женщина нести эти традиции крымско-татарские в семью. То есть если женщина выполняет и справляется с этой функцией, то тогда семья будет крымско-татарской. Мужчина в данном случае, ну, это такая второстепенная дополняющая роль. Лейла Ханум, как вы думаете, насколько... Большая часть, естественно, ложится на плечи женщин. То есть, в этом воспитании, да. То есть, если женщина дает вот это вот крымско-татарское содержание, то семья и дети конечно. будут крымско-татарские. Ну, или мужчина должен сидеть дома, все время тебе помогать, нести вот это все в семью, или ты соглашаешься на то, что есть. Эльдар Бей Ханум. Немножко по-другому у нас, да? Ну, не знаю, как сказать. У нас дочь ходит в крымско-татарскую группу в садике. В школе на данный момент, будем так говорить, крымско-татарский язык не как факультатив, а как предмет сейчас. То есть мы, будем так говорить, открыто добились того, чтобы был предметом. Ну, что есть, то именно. Да, раньше был просто дополнительный урок. Да, детям тяжело. Старшим детям тяжело, потому что, хотя они у нас тоже ходили в крымско-татарскую группу, но мы все знаем прекрасно, что когда ты в детстве общаешься с ребенком, культуру, обычаи, традиции рассказываешь, показываешь, к моменту школы все как-то вот обрубается, да, то есть там уже другое направление у детей идет. Но опять-таки мы стараемся поддерживать это все. У нас даже сейчас дочка, там, говоришь сыну, обращаешься, что-то спросишь, он на тебя смотрит. Вы знаете, как быть одуванчик? Папа Дия. Да. Мама таки, извините. Наша Воде дочь, ромашка, да. наша дочь, самая младшая, нам вот такие вот вещи говорит, и мы такие, да. Вот я сейчас даже за больное мы. зацеплю. Я за больное зацеплю за то, что нам очень часто прилетает, что, особенно мне, да, когда говорят, что сен инатсен, хрым-татар афет мейсен, бу меркезна хрым-татар тилинде алып бармайсен, и вот мне прилетает постоянно. Я не то чтобы против или еще что-то, конечно же нет. Я готова и вкладываться, и заниматься, и говорить. То есть это наша как бы, перспектива и цель, мы к этому стремимся. Но я также и ориентируюсь на тех, на те семьи крымско-татарские, которые не говорят на крымско-татарском. Не в силу того, что они не хотят, а в силу того, что так сложились обстоятельства. И, к сожалению, в детстве многих из нашего поколения не было крымско-татарского языка и не было этой атмосферы. Меня лично родному языку обучила Рамит Лебета.
Моя мама хоть и преподаватель, но училась в светской школе, скажем так, и еще в Узбекистане, крымско-татарской как такого не было. И она больше уделяла внимание обучению и преподаванию, скажем так. И там все было на русском языке. Приехали сюда, и вот благодаря Рамет Лебеда я знаю родной язык. Хотя не всегда могу выразить мысли. Что касается... Супруга сказала, что дети ходят в национальные группы, классы. Пытались это сделать. И вот эта ноша, скажем так, написать заявление, убедить людей, чтобы это сделать в начале учебного года, ложилась на меня, скажем так. У меня есть способность убеждать людей, скажем так. И вот ходил к людям, убеждал, что если вы этого не сделаете, то группу не откроют в детском саду национальную. Вот это вот как-то благодарю Бита, она вот мне вложила это все, и мы это смогли сделать. Были проблемы и в детских садах, и в школах. Хотя по Конституции у нас 3 языка, но фактически изучают 1. А все остальные нужно писать заявление, и если не будет определенного количества людей, не будет условий, то вы просто этот язык не изучаете. Вот. И хочу обратиться ко всем родителям. Перед новым учебным годом займитесь этим вопросом, соберите активную группу. Это не так страшно, как кажется. Нет, не страшно. Если вы знаете закон, если вы знаете свои права, это очень легко. Написали заявление, они все идентичные. Подали в школу, чтобы вам дали создали те или иные условия для изучения. Факультатив не дает ничего абсолютно. Ничего. Ну, это больше касается школы, школьного процесса. Как бы в саду... А в саду очень хорошо. В саду так и так. У нас есть группа крымско-татарская, и я же говорю, наша дочь старшим иногда сыновьям переводит что-то. Что-то им переводит, скажет, умничает. Так себя А в вашем ставит. окружении, то есть все семьи, которые вот из нашего поколения, из вашего поколения, везде такая одинаковая ситуация? С языком, я имею в виду. Более того, скажу, мы, наверное, образцовые будем в этом плане. То есть вы более продвинуты в языке, чем кто-либо? Наверное, да. Потому что больше общаются на русском. Дети даже, если ходят на крымско-татарский, это как факультатив, скорее всего. Потому что они не добились в свое время того, чтобы это было. И вот этот пробел. И с каждым годом, если мы сами этого не будем делать, оно будет все хуже, хуже и хуже. Продолжая этот разговор, если говорить о том, что отличает крымско-татарскую семью, наверняка язык, да? Да, Что еще обычаи. вы добавили бы в этот Вера. список? Вера, обычаи, что еще? Ценности. Ценности какие? Что для нас важно? Что для крымско-татарской семьи важно? Что в этот состав ценностей входит? Семья, дети. Объяснять им о наших праздниках, что они означают, потому что многие дети не знают, не говоря уже о том, чтобы говорить. Я считаю, что еще одно из самых главных – это уважение к старшим проявлять. То есть сейчас чаще всего встречаешь такую молодежь, которая, будем так говорить, что не понимают этого. Где-то в каких-то моментах могут не поздороваться, могут пройти просто. Не знаю, раньше у нас такого не было. Вот пока я росла, нам всегда, я даже вот детям говорю, идет взрослый человек, вы должны поздороваться. Знаете, вы не знаете этого человека, вы должны поздороваться с ним. И вот, не знаю, мне кажется, уважение в первую очередь тоже играет роль большую. И то, как ты это показываешь в семье. Личный пример. Да, личный пример. Сейчас довольно-таки много литературы, пособий, которые можно приобрести детям. Да? Очень много мероприятий организовывается крымско-татарских. Очень много мест, где можно и нужно отвести ребенка и показать значимость языка, культуры и народа в целом. Лейла Ханум Таирбей, как, по вашему мнению, что отличает крымско-татарскую семью от другой? Наверное, все-таки знание языка, стремление
к знаниям. Все-таки, как бы там ни было, мы все стремимся, да, в полной меньшей мере прививать эти навыки. Прививаешь традиции. То есть вот в нашей семье плохо, хорошо, маленькие там какие-то шаги, но мы старались все-таки делать в своих национальных традициях. Обязательно уважение к старшим. То есть независимо праздник, не праздник, это приветствуется в нашей семье тоже. Байрамы наши, да, Да, дни обязательно. однозначно. То есть у нас, даже если это учебный день, наши дети не идут ни в школу, ни в детский сад. Они знают, что завтра у нас байрам. Да. Мы едем биташкам, едем к тизешкам, к даишкам. То есть мы должны обязательно... То есть вот эта вся атмосфера, Да. да? Самое интересное, вот как бы для меня, да, ты всегда даешь, вот если какое-то событие там или торжество, или, ну, случай какой-то, ты в первую очередь задаешь вопрос, а как ты думаешь? А какое у тебя мнение? То есть вот важность, что вот ребенок должен высказаться. И для меня, например, дети всегда были вот на равных. Не дети и родители, а то есть это личность, и ты всегда даешь возможность ему подняться как личности. Еще один такой момент в нашей жизни, да, вот особенный, может быть, так, могу так сказать. Дети мои очень любят обнимать меня. То есть я их обнимаю. Они меня обнимают. Это вот для меня это неотъемлемая часть воспитания. У меня даже, опять-таки, старший, второй сын. Они говорят, Анна, вот если мы вас обняли, у нас день сложился, все хорошо получается. Был один неприятный случай у нас в нашей жизни. Ну, так получилось, что немножко повздорили накануне с сыном. У него как раз вот этот юношеский максимализм, ему всего чего хотелось доказать что-то. Ну, вот, но не сошлись мы во мнениях. Вечером что-то у нас даже так вот на повышенных тонах мы поговорили. Утром они сели, 2 сына моих и будущая невестка, в машину поехали. Я не вышла за детьми Дувалу Хамадом. Они попадают в страшную аварию. Аллаха шкур, прошло это все нормально, все дети живые, хотя машину собрать вообще невозможно. Я на всю жизнь свою себе зареклась больше. Вот как бы там ни было тяжело, да, ну там что-то. Это не потому, что я обиделась, ну вот я просто, может быть, в этот момент отвлеклась или еще. Не вышла я за детьми. То есть у нас вот уходит Таир, обязательно выходишь Бырдуваухайсан, Аллаху лайкеттерсан дейсан, баллара даоли, айнаоли. Потому что это вот самое главное, молитва мамы, объятия мамы. Ты настолько их должна зарядить, и они получают это тепло. Они как бы вот этой энергетикой, ты своей делишься с ними. Они чувствуют это, не знаю. Ну, у нас Потрясающе. так. Да. Мне кажется, вот такого отношения, такого тепла у нас вот в этом цифровом и настолько активном и быстро меняющемся мире все меньше и меньше. У вас так бывает? Вы делаете так? Вы обнимаете детей, вы читаете дуа? Ну, есть, конечно, в какой-то мере. У нас, вот я вас слушала, и вот я даже на Эльдара посмотрела, я говорю, прям как наш. У нас второй сын, он тоже, вот у него все красочно, он у нас и рисует, и стихи может, и открытки какие-то, постоянно подделки какие-то, что-то делает. Я говорю, Балам, ты не устал? Он говорит, нет, я отдыхаю. Вот даже вчера он пришел ко мне, она говорит, я тебя так люблю, я тебя так люблю. Я говорю, Балам, ложись спать, баба будет ругаться сейчас. Баба уже сказала, идите все спать. Вот он вечером. Я говорю, ну, идите спать. Он говорит, сейчас я подделку доделаю. Я говорю, тебе оно надо, уже время, здесь часов вечера. Я отдыхаю. Вот он у меня такой, вот и все даже тизешки, дачки, говорят, ну, это творческая личность. Старший, он более такой сдержанный, вот он Эльдар. Вот он вот весь такой. Но тоже вот подойти, обнять, поцеловать. Я тебя люблю, вот у них вот это все. Теплота, я тебя люблю, да? теплота. Да, и я вот в какой-то момент я стала понимать, что детям, где-то я это упустила, и детям этого не хватало. И вот я стараюсь сейчас, да, выйти, Восполнить. проводить. Даже вот я их утром везу в школу, сад, они выходят, она говорит, я тебя люблю, второе. Я говорю, счастливо, хорошего дня. Сагул, вот как-то так вот. Когда ребенок уходит перед сном, обнимает тебя и говорит, завтра увидимся, Да, это дорогого многого стоит. у нас вот у дочки, вот она прям, завтра увидимся.
Завтра Нет, она увидим. утвердительно. Она даже ложится. Я говорю, Эсма, давай спать уже, хватит. Поцелунки, обнимашки, давай обнимемся, давай поцелуемся, завтра увидимся. Даже в садике ее оставляю, она говорит, увидимся вечером. Я говорю, увидимся вечером. Вот. А у вас было такое понятие хороший полицейский, плохой полицейский? Вот у нас такое тоже. Кто плохой полицейский? Вы? По-разному. Вы еще и Когда- меняете роль. когда Да. как. Да. Ну, я с младшей дочки не могу быть плохим полицейским. Папино сердце не выдерживает. да? Там Но только взгляд, всё. Когда ведут себя не очень хорошо, то надо их ставить на место и говорить, что так нельзя делать. Как бы ты не любил этого ребенка. То есть вот и в Ну, этом случае помогает вторая Это половина. когда по отношению к детям ты хороший или плохой полицейский, а когда внуки. Там Дети ты это только выросли, бита и харбава, все. Сердце тает, всё. Еще как. Только песни, танцы. Там всё. песни, танцы. У нас вот Алимешка, самая младшая внучка, она вот как-то все девочки еще сторонились Харбаба, а это вот придет, повиснет. Ну, надо видеть в этот момент нашего Харбаба. Ну, это все там. Да, там все растворяются друг в друге. Она вот прям положила голову и растворилась. Ну, кстати, да, потому что вот моя мама, она всегда говорит, не ругай детей, объясняй, спокойно говори, что ты такая нервная, что ты там еще, потому что за целый день ты... Накапливается вот, всё. Да, вот как вы говорите, приготовь, убери, накорми. Вот уже всех уложу, ну вот сейчас малышка у нас совсем маленькая, мне ее нужно, вот у нее режим, она в 9, она должна спать. Вот она идет, я укладываю, естественно, рядом эту старшенькую кладу. Я говорю, давай тоже спать, в садик не встанешь. И вот она ерзает, не по времени же ложится. Привыкли там сидеть до 10. Но нет. И потом ты уже спускаешься вниз и начинаешь делать дела по кухне. Ну, это само собой. Это уже да. такое, да. Межнациональные браки, Эльдар Блин. Мы с вами до начала съемок говорили об этом. Что это для нас? Это, ну, скажем так, злоба дня? Это становится тенденцией или как? Ну, я из своего опыта могу сказать, что это уже тенденция. И бороться, не бороться, надо уже принимать ее как есть. И были разные случаи. И когда родители не принимали той или иной семьи, пока не рождался ребенок, и потом они жили очень, ну и живут, скажем так, очень сплоченно. А были случаи наоборот, что души не чаяли, а в итоге ничего не получилось. И разница культур, разница веры начинается с момента появления мальчика и обряда, заканчивая свадьбой и похоронами, скажем так. Есть, скажем так, факты из личной жизни, что вера и вот эти отношения – это очень сложно, очень проблематично. Найти компромисс почти нереально. Опять же, я же говорю, есть случаи, когда появляется ребенок, и этот барьер стирается. Есть такое. Есть, когда все хорошо, но детей нету, и они расходятся. Хотя любили. То есть вот все относительно, но опять же нужно этот факт принимать как есть, стараться, чтобы этого было меньше, но это уже тенденция. А такие семьи, они становятся крымско-татарскими? Зачастую, да. И кто И в данном парень случае? принимает веру, и девушка принимает веру. Причем звонят, и я знаю, что это русская девочка, селям алейкум, и старается говорить на крымско-татарском языке, и обычаи соблюдают. Но опять же говорю, с годами это проявляется немножко в другом. Я уже объяснил, в чем. Ваш взгляд на межнациональные браки? Ну, я не приемлю, если честно. Я бы не хотела, чтобы сыновья там или дочка моя... Опять-таки, вот именно опираясь на те сложности в будущем, после рождения детей, я знаю, что это именно случается. Сложности. Конечно, сложности. Ну, это как два океана. Атлантический, там, Тихий. Да, Один разное течение, разный разного состав цвета, воды. и они не совпадают. Так и
здесь получается тоже, что фактически все равно это будет разное. Но дети-то в этом не виноваты. Нет, дети не виноваты. Нет, Нет, дети не дети виноваты. Я смешанной просто семьи. чисто своей семьи. Я бы, Да. например, не знаю, как я бы повела, если бы такое случилось. Я не знаю, честно. Ну, там уже. Да, там уже, По ситуации. да, плывешь уже по течению. Всё разное, Ну, да. хочется, чтобы все-таки создавались наши крымско-татарские семьи все больше и больше. Я все равно тяготею к этому. И эта беседа у нас с рождения детей. То есть это прививалось с детства. Надо. Я не против никакой нации вообще, да, вот я не националистка, но именно я бы хотела всегда, я акцентировала на этом. Вот мы акцентировали, и Таир, всегда. Ким олса олсун, ама хрым-татар олсун. Всегда же проще, всегда же проще. Возможно, да. да. Ну что ж, это был разговор про крымско-татарскую семью, и мы пришли к выводу, что крымско-татарская семья – это про терпение, про передачу межпоколенческого опыта, про уважение и любовь. Все это есть в крымско-татарской семье, и я надеюсь, что она будет продолжать транслировать эти важные для нас ценности. Ну и, конечно же, говорить на крымско-татарском языке. Чох сагунус. Это был проект Меркес. Горушкенджи.